الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Продолжаем наши лекции про науки Корана. Быстренько, иншаллах, напоминаю о том, что мы проходили до сих пор. В первой лекции мы говорили о понятии наук Коран в широком смысле и в шариатском смысле, то есть, что это такие науки Коран, какие науки входят под понятие улум Коран. Мы также говорили о том, что почему мы выбрали науку Коран для этих лекций. Мы говорили, что в первую очередь, чтобы познакомиться с этими науками, во-вторых, чтобы мы убедились в правильности ислама, правдивости пророка, саллаллаху алейхи вассалям, эти знания помогут нас укрепить наш иман, нашу веру. И, в-третьих, понимать Коран получше. Мы также говорили, как начались науки Коран, что они начались, эти науки все начались с момента ниспослания первых аятов Корана, и там какие стадии были в развитии этих наук до нашего дня. В прошлой лекции мы говорили, что науки Корана можно разделить на 5 категорий. Первая из них – изучение самого текста Корана, под который входит следующие разделы. Первый из них – это изучение языка Корана. Второй – изучение порядка слов в Коране. Третий – это стиль речи Корана. И четвертый – это формы слов в Коране. Вторая категория была это изучение Корана вне его текста. Под эту категорию входят следующие разделы. Первые из них, какие события были во время ниспослания Корана, какое время был ниспослан Коран и где был ниспослан Коран, то есть время ниспослания Корана и место ниспослания Корана. Третья категория была это забота о Коране, который включает в себя науки, которые изучают сохранение и передачу Корана, науки, которые изучают правильное чтение Корана, и науки о толковании Корана. Четвертая категория включает в себя, или она изучает науки, которые указывают на достоинство Корана, на почетность Корана, и какие темы обсуждаются в Коране, такие темы, как тема единобожия, тема вознаграждения и наказания, или истории народов, которые были до нас. Пятая категория была изучение значения слов в Коране. Мы привели пример, то, что Аллах Субхану ва Тааля иногда рассказывает одну историю в 2 местах или больше, и он использует разные синонимы в каждой из этих историях. Почему? Какую функцию выполняет этот синоним в этой истории или другой синоним в другой истории? Вот это 5-я категория наук Коран. Также мы говорили о происхождении слова Коран, откуда взялось слово Коран. Мы говорили, что есть 2 мнения у ученых. Одни говорят, что это просто название Корана, то есть она не взятая от какого-то корня,
она просто сама по себе, как наши имена. То есть имя Коран и все. Другие ученые, у них другое мнение, то, что слово Коран взятое из одного-то корня. А какой корень именно? Вот и еще есть разногласия. Мы говорили, что первое мнение говорит о том, что слово Коран взятое из корня аль-кари. Мы говорили, что карайтуль ма, то есть кари это собрать. Собрал воду, карайтуль ма. И от слова кари мы получили слово Коран. Почему? Потому что Коран собрал в себе либо все знания, либо все пользы в одном месте, поэтому он собрал что-то в нем. И вот поэтому от слова аль-кари получили слово Коран. Второе мнение говорит, что слово Коран происходит от корня карана. Карана значит поставили вместе. А что поставлено вместе в Коране? Это сури Коран. То есть разные сури были поставлены вместе в одной книге, которую мы назвали Коран от слова карана. Поставили вместе. И Коран, если она из этого корня происходит, значит, Коран переводится как собран или поставлен вместе. Поставлены вместе сури. Третье мнение говорит о том, что слово Коран происходит от корня карина или довод. То, что Коран собрал в себе доводы на правильности Корана в первую очередь, на правдивости пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на истинности этой религии. Поэтому от слова карина, довод, мы получили слово Коран. Четвертое мнение, последнее, мы говорили, что слово Коран взятое от глагола караа, читал. То есть Коран это чтение или читаемый. И мы говорили, что даже Аллах Субхану ва Тааля использовал это слово Коран в суре Аль-Кияма, когда Аллах Субхану ва Тааля говорил: «Инна алейна джам'аху ва Кур'ана». Нам, то есть Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, нам надлежит собрать его, то есть собрать Коран и читать его тебе, пророку, саллаллаху алейхи вассалям. «Инна алейна джам'аху ва Кур'ана». И мы говорили, что «караа Кур'анан», то есть читал, чтение или читаемый, как «гафара гуфранан», прощал, прощение. То есть из корня «караа» взятое слово «Кур'ан». В итоге у нас есть два основные мнения. То есть первый говорит, что это просто название, выделено только словам Аллаха Субхану ва Тааля, что это Коран, не взятое из какого-то корня. Второе мнение говорит, что это взятое из одного корня. Но все ученые согласны о том, что слово Коран стало имя только для слова Аллаха Субхану ва Тааля, для речи Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, когда кто-то говорит Коран, в голове изображается только одна вещь. Это мусхаф, слова Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, несмотря на то, что это слово было из одного-то корня или без корня, оно просто так было название, в итоге у нас один результат. Коран – это название слова Аллаха Субхану ва Тааля. Коран. Мы остановились в прошлой лекции на определении Коран. Я почитаю определение на арабском, потом будем разбирать это определение. Ученые говорят, что Коран, Аль-Коран, хуа каляму Аллах. Первое предложение. Каляму Аллах. Аль-Муназзаль. على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز ولو بأقصر سورة منه. Давайте разберем каждое из этих предложений. Первое предложение в этом определении – это Аль-Коран каляму Аллах. Когда мы говорим, что Аль-Коран – это речь Аллаха,
слова Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, эти слова от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть это не слова ангела Джибриль, это не слова пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, и, конечно, не слова какого-то другого из творений Аллаха Субхану ва Тааля. Это на самом деле слова Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, когда мы говорим это речь Аллаха Субхану ва Тааля, это слова Аллаха Субхану ва Тааля, все остальные слова выходят из этого определения. Это первый. Калям Аллах. Слова Аллаха. Аль-Муназзаль. Слова Аллах может быть хранены на небесах, или ниспосланы на землю. Когда мы говорим о Коране, мы имеем в виду то, что Аллах Субхану ва Тааля ниспослал на эту землю. Поэтому то, что Аллах Субхану ва Тааля говорил, слова Аллаха, которые не ниспослал на эту землю, они не считаются Кораном. Например, слова Аллаха написаны в хранимой скриляже, в Лаухиль Махфуз. Вот это не считается Кораном. Это не входит под определение Коран, который у нас есть в руках. Аль-Коран, Калям Аллах, Аль-Муназзаль. Кому? Ниспослан кому? Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, все слова Аллаха или все священные писания, которые были ниспосланы кому-то другому, кроме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не считаются Кораном. Такие как священные писания, которые были ниспосланы Иса алейхиссалам, на Муса алейхиссалам, Адам алейхиссалам, если там были священные там писания, или, например, его сыну Шит алейхиссалам, в какие-то передачи, что он получил 50 свитков от Аллаха Субхану ва Тааля. Вот эти свитки не считаются Кораном. Хотя они, слова Аллаха, ниспосланы, но не пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому это все исключаем и только включаем те слова, которые Аллах Субхану ва Тааля ниспослал кому? Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Аль-Мактубу фил Масахиф, четвертый, который написано в мусхафах, который в наших руках. Все, что написано в мусхафах, из слова Аллаха, это считается Кораном. А если там что-то там написано по краю, какой-то тафсир, толкование, значение слов, это не считается из Корана. Почему? Потому что это не слова Аллаха. Это слова людей, которые толковали. А что внутри мусхафа без этих толкований, без этих объяснений, вот это слова Аллаха Субхану ва Тааля, это Коран. Аль-Манкулу бит-Таватур. Передано таватуром. Что такое таватур? Таватур – это вид передачи информации или знаний, в котором невозможно ошибаться. То есть знание передается, как она была в начале, без изменения, без добавления, без удаления. Знание передается таватуром, значит, знание было передано без изменений, без каких-либо добавлений, без каких-либо удалений. Вот это таватур. Таватур определяется тем, что группа людей не определяется там числом. Может, одни говорят, что это должно быть 10, может, говорят, что это должно быть 40 людей. Неважно число, но много людей передают из поколения в поколение знания. Вот эта группа людей практически невозможно, что они все что-то придумали лжом. То есть что-то неправильное придумали, согласились все, и потом передали в следующее поколение. Вот это таватур. Что было передано таватуром, это точно 100%, значит, это верно, достоверно. Все, что было передано таватуром, это достоверно 100%.
без никаких изменений, добавлений или удаления. Значит, все, что находится в Коране, это передано таватуром. То есть нет никаких сомнений в правильности то, что было передано. Аль-манкулу бит-таватур, аль-мутааббаду битилавати. То есть чтение которого является поклонением. Если кто-то ходит, например, и говорит «Куль хуа Аллаху ахад», скажи «Аллах един». Допустим, перевод дословный. Скажи «Аллах один». Он не говорит кому-то «Вот ты скажи Аллах один». Нет, он просто читает в себе. Даже если он не имел в виду, делал ният, намерение, что я буду поклоняться Аллаху тем, что я буду сказать сейчас, это является поклонением. На него будет вознаграждение. Почему? Потому что когда мы читаем слова Аллаха, мы будем получить вознаграждение. Почему? Потому что это ибадат. Значит, аль-мутааббаду битилаватихи, то, что чтение которого является поклонением Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Есть слова, которые передаются от Аллаха Субханаху ва Тааля, например, аль-хадис аль-кудси, чтение которого не является ибадатом, не является поклонением. Это то, что передал пророк саллаллаху алейхи вассалям своими словами от Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, Аллах сказал, и говорит какой-то хадис, называется хадис кудси, то есть передача от Аллаха, но словами пророка саллаллаху алейхи вассалям. То есть значение этого хадиса от Аллаха Субханаху ва Тааля, а сами слова от пророка. А Коран, смысл Коран и слова Коран это от Аллаха Субханаху ва Тааля. Как мы говорили в начале определения, что Коран калямуллах, слова Аллах, не слова ангела Джибрил алейхиссалям, не слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, это слова Аллаха Субханаху ва Тааля. Аль-мутааббаду битилаватихи, аль-му'джизу валау би аксари суратин мин. У неверующих был вызов от Аллаха Субханаху ва Тааля. Если вы думаете, что Коран придумал Мухаммад алейхиссалату вассалям, давайте сделайте что-то похожее. Если Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям это человек, и вы люди тоже, которые вы отрицаете его, вы не принимаете его религию, давайте делайте, как он делал. Если вы говорите, что он сам придумал Коран, сам написал Коран, давайте делайте, как он делал. Аль-му'джиз, то есть непревзойденный, даже самой короткой сурой из него. Даже самой короткой сурой из него. Может быть, сура Каутар, сура Аль-Аср. Никто не может производить одну суру, как Коран. Никто, ничто не сможет. Попробовали и получились очень смешные результаты. Можем, иншаллах, может в будущем проходить на такие примеры, те, которые попробовали имитировать Коран, но получились очень смешные результаты. Никто не может произвести что-то похожее даже на Коран. В его стиле речи, в его красоте, в его смысле никто не может. Значит, Коран му'джизун би аксари суратин мин. То есть непревзойденный даже самой короткой сурой из него. Вот это определение Коран, которое у нас содержится в мусхафах от сура Аль-Фатиха до суры Ан-Нас. Вот это Коран от Аллаха Субханаху ва Тааля, слава Аллаха Субханаху ва Тааля. Какие названия есть у Корана? У Корана разные там названия, не только Коран, а есть еще и другие. Не говоря только об одном, это Коран. Сейчас, иншаллах, чуть-чуть говорим о других тоже. Некоторые ученые довели имена Коран до 100. Это Наджмуддин ан-Насафи в своем толковании
пролистал все имена Корана возможные. Даже там есть не только имена, и может и качества Корана, но он включил в название Коран, он довел их до 100 имен Корана. Но я буду назвать сейчас только самые известные. Первый, как мы говорили, это Коран. И мы говорили, что мнение ученых, которые говорят, что это от слова «караа» – «читал». То есть Коран – это либо чтение или читаемый. Коран – это читаемый или чтение. Другое имя Коран – это Аль-Китаб. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Алиф лам ра, тилька аятуль китаби ва Кураним мубин». Аль-Китаб или книга, или можно, если перевести дословно, написанный. То есть у нас есть Коран, читаемый, и написанный Коран. О чем это говорит? Вот эти два имена, на что они указывают? Аллах Субхану Тааля, как только что говорили, что сура Аль-Хиджр говорит Аллах Субхану Тааля: «Алиф лам ра, тилька аятуль китаби ва Кураним мубин». В суре Намл Аллах Субхану Тааля говорит: «Тасим мим, тилька аятуль Курани ва китабим мубин». Аллах Субхану Тааля упоминал вот эти два имена Корана. Это как будто это указ на то, что как будет сохраниться Коран. Как Аллах Субхану Тааля обещал, мы же не спослали зикр, напоминание, то есть Коран, и мы его сохраним. Аллах Субхану Тааля сохранит эту книгу. Каким образом? Это был как намек пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижникам, что Коран сохраняется не только устно, не через устную передачу Корана, а еще через написание. Поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, получил откровение от Аллаха субхану ва тааля, после того, как ангел отдалится от него, он повторяет то, что получил от ангела. Повторяет перед кем? Перед сподвижниками, перед сахаба. И они получают то, что получил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, устно. И он тоже звал писателей Корана, чтобы они тоже написали то, что он получил. Значит, Коран был сохранен двумя способами. Первый – это устная передача, и тоже был написан во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и это продолжается до нашего сегодняшнего дня. Коран передается и устно, и письменно. Есть целые науки, которые заботятся о том, как хранит Коран устной передачи, и письменно, как пишется Коран, как был написан Коран перед руками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, когда написали люди, если кто-то ошибается, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сразу исправляет. Если кто-то читал неправильно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, исправляет. Сразу после того, как ангел отдаляется от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, первое имя – это Аль-Кур'ан, второе имя – это Аль-Китаб. Еще другое имя – это Нур, свет. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Я айюхан насу кад джаакум бурханум мин раббикум ва анзальна илейкум нурам мубина». И мы ниспослали вам ясный свет. Почему Аллах Субхану ва Тааля назвал Коран светом? Потому что посредством этого света мы можем узнать, какой путь приведет нам куда? В рай. К довольству Аллаха Субхану ва Тааля. К тому, чтобы мы получили блага в этой жизни и в следующей. Вот это свет, который открывает нам глаза, чтобы мы видели, где истина, где ложь. Чтобы мы отдалились от лжи, от неверности, и мы придержались к истине. Чтобы мы оставались на прямом пути. Как мы говорим в каждый намаз,
Сура Фатиха. Ихдина сирата аль-мустаким. Веди нас прямым путем. Другое название – это аль-фуркан. Развлечение или разделение. Между чем и чем? Между истиной и ложью. Коран разделяет, различает истину от лжи. Аллах Субхану Тааля говорит: «Табарака аллади наззаля аль-фуркана аля абдихи лиякуна лил'аламина надира». Благословен тот, который или кто ниспослал разделение своему рабу, чтобы он предупредил всех миров, предупредил, чтобы они придержались на прямом пути и отдалились от грехов, чтобы они не попали в ад. Вот эти названия Корана, о которых я хотел поговорить: Аль-Коран, Аль-Китаб, Ан-Нур, свет, Аль-Фуркан, развлечение или разделяющее, разделение. Продолжаем. Как мы говорили, что Коран – это вид откровения от Аллаха Субхану ва Тааля. А есть другие виды откровения от Аллаха Субхану ва Тааля? Да, есть. Какие? Сначала давайте посмотрим на слово «вахи» – откровение. Что значит в арабском языке? Ученые арабского говорят, что откровение или слово «вахи» – это значит передача знаний быстро и скрыто. Это значение слова «откровение» в арабском языке. «Вахи» – передача знаний или какую-либо информацию скрыто и быстро. Слово «вахи» в Коране приходит с различными смыслами. То есть, иногда слово «вахи» говорит о ниспослании, например, Коран или священные писания на пророкам. Как Аллах Субхану ва Тааля говорил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям: «Мы дали тебе откровение, как мы дали Нуху и пророкам после него. Инна аухайна илейк, кама аухайна иля Нухин ван набиина мин ба'дих». Мы дали тебе откровение, как мы дали Нуху и пророкам после него. Это первое значение слова «вахи» – откровение. То есть это ниспослание от Аллаха Субхану ва Тааля какому-то пророку. Второе значение – это «ильхам» или «вдохновение». Что-то Аллах Субхану ва Тааля поставит в сердце кого-то. Может быть человек, может быть животное. Как Аллах Субхану ва Тааля дал знание матери Муса, как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваухайна иля умми Муса ан арди'их». Мы дали вдохновение матери Муса, дайте ему, накормите его грудью. Это не было откровение ей, это просто вдохновение ей было. В ее сердце было ниспослано это вдохновение. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваухаа раббука иля нахл». Аллах Субхану ва Тааля дал, дословно переводит, дал откровение пчелам. На пчеле не спасается Коран или что-то похожее, или священное писание. А это было вдохновление пчелам. То сделайте или создавайте жилища в горах, «Аниттахиди мин аль-джибали буютан, ва мин аль-шаджари» и в деревьях, «ва мимма я'ршун» и в строениях. Вот это второе значение слова «аль-вахи». Третий – это повеление. Сура Зальзаля Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Би'анна раббака ауха лаха». Того, что Аллах Субхану ва Тааля повелел ей, имеется в виду земли. Аллах Субхану ва Тааля повелел земли. «Би'анна раббака ауха лаха», то есть повелел земли. Четвертое значение
это указание. Может быть, пальцем, например. Как Аллах Субхану Тааля говорит о пророк Закария, алейхиссалям, когда он получил новость, хорошая весть от Аллаха Субхану Тааля, что у него будет сын, он вышел из мусалли и указал своему народу: فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Указал своему народу: делайте тасбих по утрам и по ночам, по вечерам. Пятое и последнее значение, которое было упомянуто в Коране, это научение злом. Кем? Шайтаном. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Или, когда Аллах Субхану Тааля говорит в суре Нас: «Мин шарри л-васваси л-ханнас, аллади ювасвису фи судури нас», который наушивает в сердца людей. Который наушивает в сердца людей. То есть наушивает злом. Это тоже называется вахи, но это злой вахи. Злое откровение. От кого? От шайтана. Вот эти все значения, которые были в Коране, но имеется в виду, какое откровение, когда мы говорим откровение, пророк получил откровение, какой из этих смыслов имеется в виду? Это первый. То есть ниспослание какому-то пророку. И именно в нашей ситуации это ниспослание, священное Писание, кому? Нашему пророку Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Вот это откровение, которое называется вахи. Когда мы просто говорим вахи, мы имеем в виду священное Писание, ниспосланное кому? Пророку Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Или если дать определение, точное определение, вахи или откровение, это передача знания пророку или посланнику быстро и скрыто. То есть мы даем определение в свет того, что мы проходили, мы говорим, что откровение, которое имеется в виду Коран как откровение, это передача знания какому-то пророку или посланнику быстро и скрыто. Как был ниспослан откровение пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям или другим пророкам тоже, есть три способа. Два из них напрямую, и третий через посредника. Первый из них это без посредника и без завеси. Без завеси. Например, во сне наша мать Умуль-Муминин Аиша радийаллаху анха говорит: первое, что был у пророка саллаллаху алейхи вассалям, то есть до получения первых аятов Корана. Первое, как началось у пророка саллаллаху алейхи вассалям, то, что он видел во сне что-то, и когда он проснулся в течение дня, он видит то, что был во сне, он видит это своими глазами в реальности. Вот и так началось откровение. То есть это была подготовка к тому, что он будет получить аяты Корана. Поэтому во сне пророк или праведный человек получает напрямую от Аллаха Субхану ва Тааля какие-то знания. Но этот человек, конечно, если он не пророк, имеется в виду, что это правдивый человек. И даже пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Ар-ру'я ас-салиха джуз'ун мин саб'ина джуз'ан мин ан-нубуа». То есть правдивый сон – это часть из 70 частей пророчества. И это что осталось из пророчества среди людей. То есть среди нас есть правдивые люди, которые видят сон, и он отображается в реальности, как он и видел. И это осталось до нашего времени. Второй – это напрямую, но через завесу. Как пророк Муса, алейхиссалям, разговаривал с Аллахом, субхану ва тааля.
какой там довод есть, как Аллах Субхану ва Тааля сказал, сура Аль-Араф: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. То есть тогда пришел Мусу к определенному времени и разговаривал с Аллахом Субхану ва Тааля, или Аллах разговаривал с ним, с Муса алейхиссалам. Что сказал Муса Аллаху? Сказал: о Аллах, дай мне, чтобы я видел тебя. То есть Аллах Субхану ва Тааля разговаривал с ним напрямую, но через завесу. Третий вид – это посредством ангела. И так получил наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, откровение от Аллаха Субхану ва Тааля. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, получил Коран посредством ангела, там разделяют два случая. Первый, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, получил от ангела и видел его, как он и есть, как ангел. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, получил первые аяты, когда он вышел из гора Хира, он посмотрел назад и увидел, что ангел Джибрил, у него 600 крыльев, и он покрывает все небеса. И вот в этом месте пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел ангел Джибрил, алейхиссалам, как он есть. И еще увидел его в рихлат аль-Исра валь Ми'радж, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся в небо, инда сидрати аль-Мунтаха, на самом высоком месте, в 7-м небе. Тоже он видел Джибрил, алейхиссалам, как он есть. А еще получил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Коран от ангела напрямую, то есть посредством ангела, не видя ангела. То есть он не видел ангела, но он слышал его и получил от него откровение. Теперь у нас какие явления были, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, получил откровение, в каком состоянии он был, что происходило во время получения откровения, это оставим, иншаллах, на следующую лекцию, иншаллах. На этом сегодня все. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله